Сегодня мы покажем мужскую модную стрижку на мужском болване. Парикмахерские инструменты, прямые ножницы, филировочные ножницы, расчески комбинированные, комбинированная широкая, машинки с насадками 1 и 2, беспроводная, окантовочная машинка и шейвер для окантовочных работ. Стрижку начинаем с височно-боковой зоны, насадкой номер 2. Расческа помогает, но не мешает. В височно-боковой зоне идет к затылочному бугру. Через затылочный бугор мы подходим на другую сторону височно-боковой зоны до височного выступа. Все анатомические поверхности головы для парикмахера являются указателями при стрижке. На ушной зоне машинка работает половина машинки, зад и вперед. Так машинкой прорабатываем все височно-боковые зоны и затылочные зоны. Работает насадка номер 2. Доработали насадкой номер 2, меняем на насадку номер 1. Платформа машинки встраивается до конца, открывается до конца. Работаем таким образом чуть ниже височного выступа, дорабатываем ушную зону, работает половина машинки. Таким образом мы работаем над переходом от коротких к длинным. Во время стрижки работаем с зеркалом. Работаем параллельно с двумя сторонами. Сейчас мастер переходит на федирование, то есть дымчатый переход. От височной впадины идет ниже затылочного бугра. И ограничивает зону перехода. Таким образом, мастер очерчивает зону перехода. У нас платформа открыта до конца. Мастер начинает свой переход.
Сейчас мастер работает только с насадками и заменой платформы на 0,5, 0,1, 0,1. Настроение kendi açılımına kadar olacak. Yani aramdaki belirgenlikte Работа большинство зависит от прошивки волос болвана, поэтому, конечно, немножко трудновато. Мастер переходит на операцию тушевка, которая делается через расческу без насадки. Тушевка – это переход также от коротких волос к длинным. Мастер работает с широкой расческой. Тушевка – это переход от коротких волос к длинным. Сейчас мастер работает через зеркало, больше внимания уделяя на переход. Мужская стрижка стрижется по плоскости, и мастер соблюдает это правило. Расческа держится прямо. При выполнении тушевки расческа держится таким образом, чтобы соблюдалась плоскость стрижки. Расческа упирается на выступающие части, анатомические выступающие части головы. Расческа держится таким образом, чтобы визуально улучшить форму головы за счет длинных волос на верхней затылочной зоне. Мастер выполняет тушевку ножницами и расческой. Расческа и ножницы работают вместе. Ножницы работают вслед за расческой. Ножницы находятся в зоне обушка расчески. Ножницами делается широкий обхват волос. Обратите внимание, работает только большой палец. Режет только верхний клинок ножницы. Операция филировки. Филировочные ножницы работают вслед за расческой. Филировка в мужской стрижке выполняется как тушевка. Филируются все волосы головы. Филировкой также снимаются, облегчаются концы волос и также смягчается переход стрижки.
Мгм. Начинаем работать окантовочной машинкой. Окантовочной машинкой очерчиваем краевую линию роста волос КЛРВ. И также не забываем о дымчатом переходе. Краевую линию роста волос и окантовочную зону мастер прорабатывает шейвером. Это бритва, которая удаляет мелкие волосы. Переходим на теменную зону, прорабатываем, смачиваем. Работает универсальной расческой комбинированной. Отделяем теменную зону. Берем первую контрольную прядь. Первая контрольная прядь. Попрядно по КП стрижем последующие пряди. Начинаем филировать теменную зону от середины пряди к концу волос. И так прорабатываем все волосы по всей голове. Стрижка закончена. Приступаем к укладке волос. Для объема у нас есть легкая пенка. Прорабатываем все волосы пальцами по корням особенно. Расческа и фен работают параллельно. Итак, прорабатываем каждый волос попрядно. Итак, плавно переходим с затылочной зоны на теменную и зону челки. Спереди мастер делает бомбаж. Взяли воск, проработали на ладонях и завершаем укладку волос.